Неравнодушные якутяне помогли многодетной матери решить жилищный вопрос. Львиная доля – корпоративные пожертвования. Главная пекарня города Удачный нуждается в модернизации. Расширится ассортимент хлебобулочных изделий. Разыграны первые медали спартакиады трудовых коллективов Якутии. Итоги соревнований подведут сегодня вечером. В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Льготы ветеранам-аграриям при переезде в другой город предложили сохранить члены парламентской ассоциации Северо-Запада России. Как уточнил один из разработчиков проекта, сейчас, согласно законодательству, ветераны сельского хозяйства могут получить 25% доплату к пенсии за 30-летний трудовой стаж на аграрно-промышленном комплексе, но только при условии, что они остались жить в селе. Депутаты предлагают отказаться от этого ограничения и сохранить надбавки, даже если пенсионер переедет в город. Новую цифровую систему закупки лекарственных препаратов могут внедрить в Якутии в 2020 году, сообщил ТАСС глава республики Айсен Николаев на Петербургском международном экономическом форуме. По его мнению, система поможет исключить такие проблемы при закупке лекарств, как, например, картельный сговор поставщиков, который выявили в регионе. Цитата: «Мы собираемся в республике построить систему, которая как раз основана на цифровых решениях, а не на административных, которая позволит более оптимально закупать и доставлять необходимое лекарственное обеспечение для тех людей, которым оно реально нужно. Регулировать запасы, ассортимент, цены», – сказал он. 2 месяца длилась социальная акция, проведенная волонтерами по решению жилищной проблемы многодетной матери в Жатае. Подробности и итоги в сюжете Дмитрия Аргунова. Все началось с неуемной энергии социального волонтера Алмаз-Эргенбанка Анны Алексеевской. Именно она инициировала акцию по улучшению жилищных условий для Виктории Агафоновой и ее 5 детей, проживавших в комнатушке на 15 метров в общежитии. Идея была достаточно утопична в наше время – привлечь 430 тысяч рублей для поддержки одинокой мамы с 5 детьми и приобретения комнаты в общежитии. Несмотря на негатив в интернете, акция начала набирать обороты. Всего перечислили средства, кто сколько мог, от 100 до 20 тысяч рублей, 141 человек, не только из Якутии. И очень большой плюс в этой акции – была поставлена реальная планка для реального результата. Для добровольцев это очень большая школа. Львиную долю сборов заняли корпоративные пожертвования, подключились коллективы крупных компаний, в первую очередь банковской группы АЭП и благотворительные фонды. При этом, как смеются радостные организаторы, ни один бюджет предприятия не пострадал. Деньги передавали работники компаний, свои, личные. Рекордсменом стал коллектив Саханефтегазсбыта, акция которых уже перетекла в другое доброе дело – помощь в ремонте для приемной семьи. Это неравнодушие, это участие в жизни людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Хотелось бы отметить целевой фонд будущих поколений, взнос которого оказался существенным и весомым. А Виктории в эти дни завершают ремонт и идут радостные хлопоты. Для себя Виктория вынесла тоже уроки, в первую очередь, правовой грамотности. А Ане Алексеевской благодарна вся семья Агафоновых. Ой, спасибо ей вообще огромное. Вообще большое, огромное. Даже вообще мы рады, что у нас она так, такой человек у нас появился. Помогает хорошо. Вообще дети рады, когда увидят ее. Здесь прописано. Дмитрий Аргунов, Якутия. Главная пекарня Удачного нуждается в модернизации. Она обеспечивает город хлебом и кондитерскими изделиями на 70%. Коллектив насчитывает 37 человек. Ассортимент выпускаемой продукции включает почти 90 наименований. Как планирует провести модернизацию комбината, узнавала Ирина Балкова. 50 тысяч булок хлеба в месяц и около 15 тысяч штук кондитерских изделий. Продукция поступает почти во все магазины города, школы, больницу и в столовые Алроса-Торг. Весь процесс происходит вручную. Мука исключительно высшей категории. Технология приготовления хлеба, начиная от замеса муки, от сырья. Сырье мы покупаем хорошее, дорогое. Алтайская мука у нас идет. Дружи также они идут хлебопекарные, пекарные, булочные. Это
все подразделяется на несколько дат. То есть, если мы можем дрожжи пустить, которые идут для хлеба, они идут для хлеба, для булочных изделий, это для булочных изделий. Это все идет технология все вручную. Конечно, если бы это было механически, это все бы было намного легче и проще. Существует хлебокомбинат уже 7 лет. Помещение в аренду вместе с оборудованием индивидуальному предпринимателю предоставил Удачнинский ГОК. Спустя годы печи и станки износились. И сейчас они уже находятся в аварийном состоянии. Решено всю прибыль прошлого года вложить в покупку нового, более современного оборудования. В 2019 году планируем провести техническое перевооружение цеха. Вот таким образом мы планируем увеличить доходность, по нашим ожиданиям, порядка 10%. В настоящее время ассортимент выпускаемой продукции насчитывает только 90 наименований, но пекари и кондитеры не собираются останавливаться на достигнутом. Так совсем недавно прейскурант пополнился ржаным и сырным багетами. В планах еще организовать кафе-пекарню. На все это нужны немалые средства. Их руководство планирует получить в том числе и со стороны. Свой проект модернизации предприятие представит на инвестиционном форуме «Западная Якутия. Новые возможности». Он пройдет в середине июня в Мирном. На нем-то и рассмотрят проекты малого и среднего бизнеса. Если все получится, руководство хлебопекарни уверяет, жители Удачного будут приятно удивлены новым расширенным ассортиментом хлебобулочных изделий. Ирина Балкова, Дмитрий Храмкин, телеканал «Алмазный край». Первые итоги основного периода единого государственного экзамена не демонстрируют никаких аномалий. Они закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ. Результаты по профильной математике улучшились, заявили в пресс-службе Рособорнадзора. Отмечается, что по литературе, географии и базовой математике итоги ЕГЭ в целом остались на уровне прошлогодних. Тех, кто не смог преодолеть минимальный балл по базовой математике, почти на 5000 человек меньше, чем в прошлом году. Результаты экзаменов по географии и литературе незначительно выросли по сравнению с 2018 годом. Ранее стало известно, что выпускники из Амурской области впервые сдали ЕГЭ по китайскому языку. Желающих оказалось 16 человек. В эти минуты в музее «Россия. Моя история» проходит торжественное награждение победителей республиканского конкурса детской мультипликации «Чудеса кино». На месте работает наш корреспондент Саргалана Захарова. Саргалана, тебе слово. Да, добрый день, Юлия. Имена победителей уже названы. Церемония награждения буквально пару минут тому назад уже завершилась. А за моей спиной начинаются мастер-классы для всех участников. Если говорить о фестивале этого года, то он проводится уже в 6-й раз. Всего в конкурсе детской мультипликации принимали участие 47 работ не только из столицы республики, но и из районов. Здесь если говорить о возрасте участников, то самому маленькому мультипликатору всего 3 года, самому старшему 16. Самых маленьких детей, конечно, самых маленьких участников отметили отдельно и вручили им спецпризы. Особенность этого фестиваля заключается в том, что здесь стираются границы между всеми детьми, вне зависимости от их возможностей. Принимают участие они с одними правилами. Ну и более того, чтобы дети почувствовали себя самыми настоящими звездами, здесь воссозданы главные атрибуты любой кинопремии. Это и красная дорожка, и статуэтки для победителей. Ну а победителем, абсолютным победителем, абсолютным чемпионом фестиваля стала команда из Якутска, фонда «Харасхал». У меня пока на этом все. Юлия. Спасибо, Саргалана. Я напомню, на прямой связи со студией была наш корреспондент Саргалана Захарова. Григорий Попов потерпел поражение в бою с ветераном лучшего промоушена мира, с американцем Эдди Вайлендом. Прямую трансляцию турнира по смешанным единоборствам UFC из Чикаго якутские болельщики смогли посмотреть в спорткомплексе «Дахсун». Более 1000 людей пришли поболеть за нашего земляка Григория Попова в его дебютном бою без правил. Несмотря на поражение, этот день вошел в историю спорта Якутии. Григорий первый, кто подписал контракт с мировым промоушеном и открыл двери якутским спортсменам.
Арабская ночь наступила днем в Якутске. По улицам города пролетел Аладдин на волшебном ковре-самолете. Герой популярной сказки смог пробудить восторг не только у малышей, но и у взрослых. Подробности в нашем следующем сюжете. Культурный шок от самодельного летающего аппарата получили жители Якутска. Оказалось, подобные чувства уже испытали в Нью-Йорке. Вдохновившись опытом американского блогера-косплеер Аял Федоров решил повторить трюк. В Якутске он вызвал настоящий фурор. Всем было очень радостно. И некоторые не могли понять, что там внутри. И вот и секрет. Да. Пишет, раскрой секрет. Вот бустерборд. Мы старались по тротуару ездить, да, чтобы не нарушать правила. Первый костюм был сделан на школьный утренник самостоятельно, еще в 7-летнем возрасте. Вдохновил на подвиг героический фильм «История рыцаря» с Хитом Леджером в главной роли. Детская мечта определила главное увлечение взрослой жизни. У меня есть рвение, да, я хочу попасть в киноиндустрию, работать там, создавать костюмы. И очень много крутых фильмов, где нужны такие люди. Для начала это надо доказать. А сейчас надо просто делать дальше. Видосики, делать костюмы и не сдаваться. Экономист по образованию, сегодня Аял воплощает вымышленные персонажи в реальность. В своем роде это некая магия. Тот самый случай, когда хобби становится делом всей жизни. Руслан Варламов, Андрей Мухоплев, Георгий Григорьев, Якутск. Разыграны первые медали 4-й спартакиады трудовых коллективов Якутии. Завершились соревнования по армрестлингу, гиревому спорту, плаванию, еще по 5 видам спорта. В спартакиаде участвуют 20 команд профсоюзов разных сфер. Масштабное событие проходит раз в 4 года. Спортсмены соревнуются в 14 видах спорта. В этом году в программе соревнований представлены 2 новые дисциплины – фитнес, аэробика и киберспорт. Итоги спартакиады подведут сегодня вечером. Оставайтесь с нами, будьте в курсе главных событий. Еще больше информации на наших сайтах як24.ru, nvk-online.ru.